Еще с 2015 года началась работа по внедрению тувинского языка в систему Яндекс.Переводчик. Главным идейным вдохновителем стал Али Кужугет, который отправился в Москву в главный офис Яндекса. Там на его предложение отреагировали положительно, но с условием собрать 1 миллион тувинско-русских параллельных фраз. К примеру, цвета: кора черный, сарык желтый. Несколько было этапов, то есть до 2022 года, когда наш институт взялся за эту работу, там было 200 тысяч параллельных фраз тувинско-русских, и на данном этапе мы уже в течение года собрали еще 200 тысяч параллельных фраз. В этом году у системы Яндекс.Переводчик поменялись условия на количество параллельных фраз. Оно снизилось до 100 тысяч, что уже дает возможность добавить тувинский язык. Над созданием этого большого корпуса параллельного тувинско-русского работала большая команда, кроме Али. Али в основном отвечал за техническую часть, то есть и он организовал народ в сборе данного количества. И он создал специальную платформу в интернете, где каждый, кто владеет тувинскими и русскими языками, мог добавить свои предложения. И в данной платформе мы и собирали. С прошлого года и по сей день над проектом работают 15 организаций. На данном этапе проводится редактирование всех собранных фраз. Буквально неделю назад команда проекта побывала на конференции Яндекса для постепенного запуска внедрения тувинского языка. Там и обсудили примерные сроки реализации. Мы Яндексу передали в рамках этой конференции 200 тысяч тех текстов, параллельных фраз, которые мы собрали. И они на базе этих 200 тысяч фраз уже сейчас должны начать работу над добавлением тувинского языка. И также мы до осени, постараемся до сентября еще отредактировать, откорректировать еще оставшиеся 200 тысяч, которые у нас имеются, параллельных фраз, и мы их тоже Яндексу передадим. И тогда у них будет уже 400 тысяч параллельных фраз, и на этой основе уже можно сделать качественный переводчик. Презентация работы планируется до конца этого года в преддверии Дня тувинского языка. Со слов создателей тувинского переводчика, их на это сподвигла всеобщая цифровизация языков. Те языки, которые не попадут в цифровую среду, возможно, вымрут полностью. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.